Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Малый бизнес в долларовой долговой яме. Кыргызские предприниматели выходят на митинги из-за невозможности отдать взятые до кризиса валютные кредиты. Лет 20 пахала как проклятая над Ордой, чтобы построить этот дом. Дом моей мечты. Новые угрозы Путина в адрес Турции. Призвал в союзники Аллаха и пообещал, что одними помидорами дело не закончится. Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Заказные убийства и рейдерские захваты под крылом Генпрокуратуры России. Оппозиционер Навальный опубликовал видеокомпромат на генпрокурора Юрия Чайку и его сыновей. Чайка все отрицает и в отставку идти отказывается. Я вам все сказал уже. Фильм о 100 тысячах грузинских солдат, погибших в Крыму в битве с фашистами в Грузии, сняли кино о керченской трагедии 1942 года. За вас уже подумали в Москве. Из-за экономического кризиса в долговой яме оказалась значительная часть населения Кыргызстана. Особенно пострадали мелкие бизнесмены, чьи кредиты были взяты у банков в иностранной валюте. Сейчас они пытаются реструктурировать свои долги и даже выходят на митинги с требованием облегчить долговое бремя. Но митинги разгоняются милицией, а власти предпринимателей не слышат. Репортаж Адилета Бектурсунова. Роскошный дом в самом престижном районе Бишкека. О таком еще лет 15 назад, переезжая в столицу, Аселя Сенгулова могла только мечтать. Лет 20 пахала как проклятая над Ордой, чтобы построить этот дом. Дом моей мечты. Теперь ее сказочный дом на грани изъятия. Банковские долги – дело нешуточное. Ударил кризис. Полгода не можем выплатить кредит. Банк просит погасить долг в течение 3 месяцев, иначе грозят выставить дом на продажу. Долг со всеми накрутками едва достигает 150 тысяч долларов. Сумма в 2 раза меньше стоимости дома. Аселя Сенгулова рассказывает, вложила деньги на производство женских вещей. Огромная партия из-за мгновенного кризиса не разошлась. Эти вещи мы вывозили в Казахстан и Россию. Из-за резкого скачка доллара и кризиса мы обанкротились. Бизнес в Кыргызстане всегда был рисковым, а после кризиса погоревших заемщиков стало еще больше. Так, кто еще не зарегистрировался? Всех этих людей объединяет по крайней мере 2 вещи. Все они недовольны стремительным ростом доллара, и у всех есть огромные долги перед банками. Люди сплотились и вышли на митинг, но несанкционированную акцию пресекла милиция. Мы имеем конституционное право высказать свои мысли, потребовать ответ на свои запросы, письма. Заемщики недовольны тем, что власти не предпринимают никаких мер для стабилизации курса доллара, который то и дело ставит новые рекорды. Из-за валютного колебания страдают должники, взявшие займы в долларах. За год американская валюта выросла почти вдвое. Сейчас банки занимаются только тем, они сейчас не выдают кредит, они занимаются тем, что выбивают свои долги. Выбиванием долгов занимаются. Сейчас повально они подают в суд. У кого еще не судебка осталась, они по несудебке быстренько переоформляют дома на кого-нибудь подставных лиц. И все, банк в стороне, тот, который якобы купил, и они начинают между собой драться, ругаться. Вот и все. Банковские долги стали передаваться коллекторским агентствам. Займы стали буквально выбивать, а имущество погоревших продавать. Правительство и Нацбанк пока никаких дельных действий не предпринимают. И пока лишь советуют ограничить доллар в стране и проводить крупные расчеты в СОМ. На сегодняшний день Национальный банк совместно с правительством рассматривает только поддержку для бюджетников. То есть те кредиты, которые получены были бюджетниками на ипотеку, мы сейчас рассматриваем механизмы, и в течение 2 недель уже будет представлен механизм, как мы им будем помогать. А пока главные требования проблемных заемщиков – добиться трансформирования в национальную валюту долларовых кредитов по прошлогоднему курсу. Помощь бюджету может обойтись в несколько миллиардов сумм. Нужно сделать реструктуризацию задолженности. Конечно, каждому надо подходить индивидуально, но нужно реструктуризацию сделать. Одним из предложений было зафиксировать курс доллара на 1 января этого года, так как на 30% девальвации суммы никогда не было у нас. Но раз это произошло, на 1 января фиксируем. Разницу компенсирует правительство в виде ценных бумаг для коммерческих банков. Соотнести к внутреннему долгу. И вот эту разницу бизнес будет получать возможность платить в течение 5 или 10 лет на срок этой ценных бумаг. То есть выход есть.
Здесь у меня кафе. С началом кризиса стала сдавать помещения для банкетов. Аселя Сайнгулова не привыкла ждать помощи у государства и свои проблемы старается решить сама. Дома она организовывает банкеты и зарабатывает на аренде помещения. Армию проблемных заемщиков ежедневно пополняют десятки торговцев и бизнесменов, как она. В долговой яме оказалась большая часть населения страны. Адилет Бектурсунов, Улан Саналиев. В настоящее время Кыргызстан. Власти центральноазиатских стран пока не ответили на ультиматум России к своим партнерам по Евразийскому экономическому союзу ограничить торговлю с Турцией, против которой Россия ввела санкции. Напомним, что речь идет о требовании в 4 раза сократить транзитные автомобильные грузоперевозки турецких товаров через Россию. А вот что думают о российской инициативе жители Алма-Аты. Я вообще в политику не лезу, а вообще турецкие вещи не покупаю. Я местные покупаю вещи. Мы же отдельные государства независимые. У нас свои взаимоотношения с Турцией, двухсторонние. Мы же многовекторная страна. Нужно свое производство налаживать, понимаете? А не то, что всю жизнь надеяться на Турцию, которая нас и кормит, и поет, извините, и обувает, и одевает. Конечно, за Россию в первую очередь. Я сам вообще с России, родился в России. Не знаю, мне это не решать. Что скажут, там, так и будем делать. Я думаю, что нет. Мне кажется, все-таки у нас много импорта с Турции. Я думаю, что не обязательно ограничивать нас в этом. Я считаю, что и Россия не должна. Потому что глупость, все равно же сами говорят, что санкции это ерунда, когда против них. И сами ж теряют много. Вот мое такое мнение. А Казахстан тем более. Должны отказаться, потому что я россиянка. Я живу в Казахстане, но я родилась, долгое время жила в России. И я болею, в первую очередь, за Россию. Ну, я думаю, что в России тоже есть свой качественный товар. И надо их поддерживать, Россию. Это для нас же хорошо будет в дальнейшем, правильно? Я так думаю. Мне лично неприятно, не знаю, как другим. Пускай лучше будет все как всегда. Да найдут они общий язык, все будет нормально. Я за мир во всем мире. Никаких ограничений, чтобы не было. Для чего? Между тем, Владимир Путин выступил сегодня с новыми угрозами в адрес Турции. Это произошло на оглашении его послания российскому парламенту. Речь Путина по поводу Эрдогана была очень эмоциональной и составила значительную часть его выступления перед Федеральным собранием. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. А накануне высокопоставленные российские военные из Генштаба предъявили некие фото- и видеодоказательства причастности Турции к торговле нефтью с так называемым исламским государством. На этих фотографиях и видеосъемке, как утверждают российские генералы, представлена вся схема поставок нефти из ИГИЛ в северо-западные районы Турции, а оттуда в турецкие нефтеналивные порты. Подлинность этих материалов активно обсуждается в западных СМИ, и некоторые интернет-издания и газеты отчасти подтверждают справедливость этих обвинений, приводя другие примеры взаимодействия между Турцией и ИГИЛ. А российские военные напрямую обвинили в торговле с террористами президента Турции Эрдогана и членов его семьи. Основным потребителем этой краденой у законных хозяев Сирии и Ирака нефти является Турция. По поступившим данным, в этот преступный бизнес вовлечено высшее политическое руководство страны, президент Эрдоган и его семья. Сам Эрдоган тут же отверг новые обвинения и предложил российским генералам отправиться в отставку вслед за Путиным, которому турецкий президент предложил покинуть свой пост ранее.
Турция не настолько утратила свои ценности, чтобы покупать нефть у террористической организации. Я говорил об этом и в Париже. Те, кто клевещет на Турцию, должны предоставить доказательства. И если они это сделают, я не останусь на посту президента ни на минуту. Но те, кто клевещет, должны также покинуть свои посты. Это то, что сделал бы и честный политик. И как стало только что известно, Реджеп Эрдоган заявил, что у него имеются неопровержимые доказательства того, что торговлей нефтью с ИГИЛ занимается Россия. Вот что он сказал, цитата: «У нас есть доказательства, мы покажем их миру». По его словам, посредником при торговле является бизнесмен Джордж Хасвани, российский гражданин сирийского происхождения, близкий к российской разведке. Тем временем в России оказывается беспрецедентное давление на турецких граждан. Бизнесменов и рабочих из Турции арестовывают и в считанные часы депортируют за пределы России. В процессе депортации их подвергают унизительным допросам и обыскам. Страдают не только поставщики помидоров, но и совместные российско-турецкие промышленные предприятия с многолетней историей сотрудничества. Удар приходится не столько на турецкий менеджмент, сколько на работающих там россиян. Это завод по производству ковров и ковровых изделий «Миринос». Один из крупнейших инвестиционных турецких проектов в Ростовской области. Как стало известно, на днях 1 декабря на территорию предприятия ворвались сотрудники спецслужб. Они искали на заводе контрафактное программное обеспечение. Как стало известно позже, ничего противозаконного сотрудники спецслужб там не обнаружили. Но тем не менее они изъяли сервера компании. И теперь завод полностью остановлен. Производственная линия ковровой фабрики ЗАО «Миринос» полностью автоматизирована. Каждый этап производства ковров и ковровых изделий, начиная с заправки ниток и заканчивая упаковкой готовой продукции, контролируется профессиональными специалистами ЗАО «Миринос». «Миринос» в Ростове был запущен в 2009 году одной известной турецкой компанией. И сейчас это крупнейший ковровый завод в России. Ежегодно он производит 5 миллионов квадратных метров ковров и ковровых изделий. Здесь работает, точнее теперь уже не работает, 450 граждан России. Без серверов конвейеры остановились. Сотрудники оформляют простой. За эти дни они получат 2/3 отставки согласно трудовому договору. В компании «Миринос» подтверждают, что спецслужбы задержали 8 турецких граждан, которые контролировали процесс производства ковров. Их уже выдворили из страны. Официально власти никак не комментируют этот инцидент, а в бизнес-среде сейчас гадают, какое турецкое предприятие станет объектом внимания силовиков в следующий раз. Ведь в Ростовской области, например, более 10% строительных компаний принадлежат гражданам Турции, и проверять там есть что. Елена Романова, «Настоящее время». Издевательским допросам граждан подвергают сейчас во всех российских городах. Вот что рассказал турецкий бизнесмен, которого задержали в аэропорту Екатеринбурга. Там было 2 человека в штатской одежде без удостоверений и документов. Один сидел на столе, другой сидел рядом со мной. Они начали задавать мне вопросы. Начали с того, почему я в России, в Екатеринбурге. Я сказал, что я турист. Они спросили меня, какой туризм, секс-туризм? Я сказал, конечно, нет. Это мой 5-й визит в Россию. Я люблю эту страну и был в разных городах. Как заявляют представители Торгово-промышленной палаты России, санкции в отношении Турции инициируются не только сверху, но и снизу. Об этом якобы просят правительство многочисленные российские бизнесмены. Ну вот эти первые дни этой жизни, которые вы упомянули, в условиях новых санкций в отношении Турции, вы же говорите, общаетесь со своими коллегами, с предпринимателями, они как к этому относятся? То, что называется за кулисами, что они говорят? Они с пониманием относятся? Они патриотично настроены к тому, что российское правительство и президент делают? Ну, я пока не встречал ни одного, кто бы сказал, что это что неправильно и так далее. Я могу сказать, что многие говорят, что можно было бы и по полной программе. Государственные российские СМИ, помимо слов Владимира Путина о том, что Турция не отделается одними помидорами, также распространяют высказывания о его бесконечной любви к турецкому народу. Турецкий народ добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас много давних и надежных друзей. Далее в программе. Заказные убийства и рейдерские захваты под крылом Генпрокуратуры России. Оппозиционер Навальный опубликовал видеокомпромат на генпрокурора Юрия Чайку и его сыновей. Чайка все отрицает и в отставку идти отказывается. Я вам все сказал. Фильм о 100 тысячах грузинских солдат, погибших в Крыму в битве с фашистами в Грузии, сняли кино о керченской трагедии 1942 года. За вас уже подумали в Москве.
Появилась первая реакция на расследование российского оппозиционера Алексея Навального фактов коррупции в руководстве Генеральной прокуратуры России. Фонд борьбы с коррупцией Навального обвинил генпрокурора Юрия Чайку и членов его семьи в создании бизнес-империи под прикрытием Генпрокуратуры и сделал об этом документальный фильм, который уже набрал в российском интернете миллионы просмотров. И вот Юрий Чайка объявил, что расследование Навальному заказали его враги. И он заявляет, что все факты, изложенные Навальным, являются ложью. Вы будете расследовать? Я вам все сказал уже. Я вам все сказал уже сегодня. А в суд будете подавать? В суд будете подавать? Между тем, фильм расследования Навального основан на юридической информации, которую его сотрудники получили в открытых реестрах Российской Федерации. Значительная часть расследования посвящена связям Генпрокуратуры и членов семей ее руководителей с криминальным миром. В расследовании речь идет и о сокрытии со стороны Генпрокуратуры серии заказных убийств, которые совершали бизнес-партнеры прокуроров. Тимур Алевский о сути фильма Алексея Навального. На рубеже 90-х и нулевых годов будущий генпрокурор России Юрий Чайка был министром юстиции. Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, в это время его сын заработал свой первый капитал, выведенный потом в Швейцарию. Он захватил Верхнеленское речное пароходство в Иркутской области. Это сопровождалось смертью строптивого директора предприятия. Врачи указали на то, что он был убит, но прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело. В этом эпизоде впервые всплывает имя покровителя империи Чайки, коллеги генпрокурора Альбины Ковалевой. Артем Чайка владеет шикарным отелем в Греции, на открытии которого была российская властная элита, а со сцены выступал министр культуры Владимир Мединский. Совладелец отеля – бывшая жена заместителя генпрокурора Ольга Лопатина. Ольге Лопатиной также принадлежит фирма «Сахар Кубани», в которую она делит доли с женами бандитов из Кущевки, осужденных за убийство 14 человек. Ее развод с заместителем генпрокурора Геннадием позволил не указывать собственность в декларации госслужащего. Другая часть фирмы бизнес-партнера Артема Чайки была записана на жену бывшего управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова, у которого дома жили члены банды ГТА, убивавшей водителей в Подмосковье. У Артема Чайки есть целый холдинг компаний с оборотом в сотни миллионов долларов. Вырученные деньги переводились на счета подконтрольных ему компаний в Швейцарию. Артем Чайка владеет домом в Швейцарии стоимостью около 3 миллионов долларов. Сын генпрокурора хранит деньги на счетах сына сенатора Назира Хапсирокова, бывшего управделами Генпрокуратуры России. Его счета также обслуживает фирма брата Игоря Чайки, который управляет швейцарец Франсуа Торрен. Он, кстати, помогал купить дом одному из лидеров солнцевской преступной группировки Сергею Михайлову по кличке Михась. Наши коллеги из «Голоса Америки» поговорили с Алексеем Навальным по телефону. И вот что он сказал о перспективах расследования обнародованных фактов и о возможной реакции российского общества. Для нас это был самый шокирующий момент нашего расследования, когда мы поняли, что по сути нашего расследования заключается в том, что верхушка, вот самая настоящая верхушка Генеральной прокуратуры связана с самыми настоящими убийцами и насильниками, ну так как это происходит в каком-то там третьесортном боевике, самым таким банальным сценарием, когда должен войти главный злодей, и входит главный полицейский, он же главный злодей. Вот наше расследование именно об этом. Это действительно факт, в который сложно сначала поверить, но это и есть вот российская власть сейчас. Когда у власти уже не просто коррупционеры, а самые настоящие убийцы, а политическая власть, Кремль и лично Путин, они, я уверен, зная об этом, они специально их держат на должностях, потому что это те люди, которые такие висящие на крючке и готовые сделать все, что угодно, ну потому что они замазаны. Это происходит благодаря такой достаточно успешной стратегии Кремля, которую он вел в последнее время, просто по уничтожению всех независимых СМИ. Ну, если обратить внимание, что все, что осталось в России независимым, а это в основном интернет, они все сегодня написали. Написали «Ведомость», написали РБК, написала «Медуза». Я только что был на радио «Эхо Москвы». Но за пределами этого абсолютно полное, тотальное молчание. И Кремль смирился с тем, что есть вот там 3 миллиона беспокойных людей, которые вот любой факт будет известен, они будут его бесконечно обсуждать, пересуждать, но дальше информация не выйдет. И это, к сожалению, проверено ими. Вот этот закон, при котором за пределы каких-то там 3 миллионов людей, которые интересуются всем больше всего, дальше информация просто не проходит. Они убедились, и в этом смысле они считают, что их наилучшая стратегия будет заключаться в том, что нужно молчать. А вот что думают москвичи. Наверное, я думаю, что этого не может. Я думаю, что мы самые большие масштабы даже не можем себе представить. Валь, нас с тобой заберут. Мнения разделились. Да.
Я просто думаю, что этого не может быть. Как такой генеральный прокурор? У него все должны быть идеальные родственники. Да, не подкопайся. Ну, я думаю, что генпрокурора надо отправить в отставку и завести уголовное дело на его и на его сыновей. Ничего практически не думаю. Почему я должен об этом думать? Понятия не имею, не читала ничего. Доверяете результатам расследования? Навального? Нет. Нет, а почему? Нет. Он дискредитировал себя. В силу того, что многие представители нашей элиты рано или поздно оказываются под следственным под следствием, то я не исключаю. Меня уже давно ничего не удивляет. То есть вы этому как бы... Ничего нового нет? Нет. Как раз в эти дни, когда развернулся скандал, президент России наградил генпрокурора России орденом за верность закону. Грузинские кинематографисты впервые после распада Советского Союза решили вновь обратиться к теме Второй мировой войны. «Керчь. Забытые герои» – так называется военная киносага, посвященная памяти грузинских солдат, погибших на Керченском фронте. Эта тема почти нигде не освещалась, но известно, что во время керченского десанта в Крыму погибло около 100 тысяч грузинских солдат и офицеров. Одну из ролей сыграл наш корреспондент Зураб Двали. Его репортаж с премьеры фильма. На премьере киноленты «Керчь. Забытые герои» много молодежи. Что неудивительно. Ведь это новая работа автора модного сегодня в Грузии телесериала «Тифлис» режиссера Левана Добрундашвили. В нашей картине есть и хорошие, и плохие люди, без национальности. И такими могут быть и грузины, и русские, и немцы. У нас нет стороны. Главное, как каждый из них понимает, что такое справедливость. История боев за Керчь как бы воспоминание старого фронтовика на фоне вторжения в Грузию российских войск в 2008 году. Ветеран не понимает, как могло такое произойти, ведь с русскими когда-то он сражался бок о бок против фашистов. Как и в каждой военной киноленте, в центре картины свой положительный герой. Это капитан Малкович, командующий грузинским взводом. А вы петь умеете? Какой грузин не умеет петь, товарищ капитан? Тогда спойте. Естественно, мы готовились к этому проекту почти 7 месяцев, если не больше. Мы пересмотрели очень много документов, ознакомились со статистикой, встретились с людьми, которые, слава богу, еще живы, которые участвовали в этой битве. Кино про войну сегодня не требует массовых батальных сцен. Компьютерная графика во многом облегчила работу режиссера. Вкупе с прекрасным музыкальным оформлением картина «Керчь. Забытые герои» скорее больше напоминает продукт американской киноиндустрии, чем привычную грузинскую киноклассику. Но в этом, очевидно, есть и своя закономерность. Как известно, в боях за Керченский плацдарм участвовали войска Закавказского военного округа. В 1942 году в результате грубейших стратегических просчетов советского командования немецко-фашистским войскам удалось окружить и разгромить советские формирования. Дело в том, что 700 тысяч жителей Грузии воевали на фронтах Второй мировой войны. Половина из них не вернулась, и каждый третий из погибших сложил свою голову на Керченском направлении. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.